Граждане Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана фигурируют в делах о январских событиях в Казахстане. Таджикистан в прошлом году посетило порядка 1 миллиона туристов. Путин приказал прекратить огонь по случаю Рождества, Киев назвал это лицемерием. Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов «Патриот». Граждане Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана фигурируют в делах о январских событиях в Казахстане. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов. Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана, сказал Асылов. На заседании Маджлиса в четверг передает Казтаг. О других подробностях участия иностранцев в событиях января 2022 года в Казахстане он не сказал. Он указал, что среди задержанных также 8 приверженцев деструктивных религиозных течений. Асылов уточнил, что по делам о январских событиях осуждено 573 человека, в их числе 2 дела по фактам совершения теракта. По словам генпрокурора, на данный момент установлено 18 организаторов массовых беспорядков. Дела в отношении 13 из них уже в суде. В Министерстве иностранных дел Таджикистана сообщили, что готовят заявление по этому поводу. «Мы подготовили заявление по этому поводу, которое в скором времени опубликуем», сообщили в ведомстве. Между тем, МИД Кыргызстана уже отреагировал на это сообщение и категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане, передает Аки-пресс. Порядка 1 миллиона туристов посетили Таджикистан в прошлом году. Большая часть туристов составляет граждане стран ближнего зарубежья. По данным профильных ведомств, с целью привлечения иностранных туристов и предоставления услуг в прошлом году построено и сдано в эксплуатацию свыше 100 объектов туристической инфраструктуры. Отмечается, что привлечение инвестиций в эту сферу позволило, наряду с увеличением числа туристов, также увеличить и количество отечественных туристических компаний. В частности, за последние 5 лет страну посетили более 3,9 миллионов туристов, а общее число туристической инфраструктуры превысило 600 объектов обслуживания. Кроме того, с 1 января 2022 года в одностороннем порядке республика внедрила для граждан 52 стран меры по безвизовому въезду. Также с этой целью для граждан 126 стран внедрен упрощенный вариант получения визы. Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщает русская служба BBC. Объявить перемирие именно на это время, на время рождественских церковных служб, призвал глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин. Кроме того, он призвал и украинцев объявить о прекращении огня. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в рождественский сочельник, а также в день рождения Христова, цитирует пресс-служба Владимира Путина. Это первое объявление о прекращении огня по всей линии фронта со дня начала военного конфликта России и Украины, пишет «Медуза». Путин сделал его вскоре после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Тот, согласно сообщению турецкого агентства «Анадолу», заявил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий. Как сообщил Кремль, Путин подтвердил Эрдогану свою приверженность диалогу при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучившихся требований и учета новых территориальных реалий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин использует так называемое перемирие для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на Востоке, передает «Украинская правда». А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту инициативу ловушкой и элементом пропаганды. Германия присоединится к США в поставках Украины комплексов «Патриот». Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Отмечается, что во время разговора лидеры государств обменялись мнениями относительно агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, и подтвердили свою поддержку суверенитета и независимости Украины, а также непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии России. Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько будет нужно. Для этого США намерены поставить Украине БМП М2 «Брэдли», а Германия БМП «Мардер», рассказали в Белом доме. Обе страны планируют тренировать украинских военных на соответствующих системах.